Спасибо вам большое. И поскольку я перешла к вам после урока с учениками из IB-школы Сингапура, и очень рада, что успела хотя бы на 10 минут. Жаль, что не смогла послушать, но надеюсь, что послушаю в записи выступления Бориса Александровича. Да, действительно жаль, что 20 лет назад наша встреча не состоялась. Может быть, тогда бы я могла остаться в любимой мной Москве и продолжать там работать, но тогда я пришла, как бы оказалась в другой организации, Институте русского языка имени Пушкина, и где я защищала кандидатскую, и увидев докторскую, мне как бы сказали, что это не имеет возможности на защиту. Докторская именно по работе с кинематографом, в том числе анимация, кинематограф со студентами. И с этой докторской я, собственно, уехала, получив контракт в Германии, и ее реализовала на практике. Сейчас уже изданы книги. Но тема не перестает быть действительно очень, с одной стороны, болезненной, потому что и вот это проектный подход к рассмотрению кинематографа, и проектный подход вообще в образовании, это как раз то, чем я занимаюсь все эти годы, и действительно буду очень-очень рада уже прямому диалогу, уже сейчас, уже из Германии, с Борисом Александровичем и его коллегами. Сейчас же переходим к теме, которая заявлена на сегодня. Она была порождена, как правильно вы сказали, общением с коллегами, в том числе и в Коми. Мы в 2019 году проводили по приглашению коллег из Элисты, из Калмыкии, мы проводили международный хакатон, вот такой неожиданный опыт был для России тогда, международный образовательный хакатон по теме сохранения, развития коренных языков народов России и мира. Там участвовали не только российские, но и зарубежные коллеги, и вот я готовила хакатон, вела хакатон профессиональный тренер, профессиональный коуч из Эстонии Светлана Шершун. И в результате вот этого хакатона у нас получился кейс, которым я с удовольствием с вами сегодня начну делиться. Кого заинтересует, мои контакты есть у организаторов, и я с удовольствием передам весь кейс, и как провести такой хакатон в ваших регионах, и как его подготовить, и на что обращать внимание в сценарии хакатона, вообще, что такое формат хакатона, и что такое продукты, почему вот именно так, один из продуктов хакатона – это вот данный кейс, который я представлю, мотивационный кейс, и другие продукты – это уже материалы по игровым и проектным технологиям для поддержания родных языков. О них я расскажу завтра. По следам вот этого хакатона у нас выросло сразу несколько проектов. Один из них – это подпроект сказкотеки «Сказки народов России» для сохранения и продвижения родных языков. Другой проект – это «Заботливая тетрадь» на коренных языках. Но на самом деле ничего, ну, скажем так, совершенно нового не было, потому что мы с коллегами уже более 20 лет работаем в теме и в парадигме билингвального образования и образования для билингвов. Это не совсем одно и то же, или совсем не одно и то же, потому что билингвальное образование, оно может быть и для монолингвов, для будущих искусственных, благоприобретенных билингвов, те, кто изучает иностранные языки, просто помощь погружения в эти языки через контексты культурные, биографические и так далее. И образование для билингвов, то есть если человек уже родился или до 7 лет, до возраста 7-летнего оказался в ситуации, в которой формировался как двуязычная, интеркультурная или бикультурная личность. И вот исходя из этого нашего опыта, мы вошли в российскую ситуацию, начали ее изучать вместе с коллегами и обнаружили в первую очередь сопротивление со стороны родителей и ряда педагогов, к сожалению, сопротивление расширению контентов на коренных языках, на языках народов России. И попытались сформулировать понятно для родительского и широкого педагогического сообщества те постулаты, почему
коренной язык в дошкольном возрасте, я подчеркиваю, в первую очередь в дошкольном возрасте, с раннего детства, он является более оптимальным для развития сбалансированной личности ребенка. Потом в начальной школе к коренному языку можно добавлять любые другие иностранные языки, которые захотят родители, педагоги, ну, конечно, хочется, чтобы захотел сам ребенок, и в средней школе уже развивать, и в старшей школе уже развивать вот эти иностранные языки. Но именно в период, начиная с раннего детства, почему важен коренной язык, коренная культура, в которой ребенок вырастает, который он видит вокруг себя, которая отражает особенности мира данного региона, данной страны проживания ребенка, вот об этом как раз мы сегодня и поговорим. Итак, как мотивировать родителей и одновременно ответить на ключевые вызовы нового века. Какие у нас ключевые вызовы нового века? Почему вообще эта тема би и поли язычие, дво- и многоязычие, она стала сегодня настолько актуальной, настолько модной, хотя слово «модное» я боюсь, потому что когда что-то становится модным, да, это начинают раздирать как бизнес на кусочки, и сущность теряется. Но, тем не менее, сегодня это так, тема билингвизма и полилингвизма, она в моде, и как вот нам не утратить смысловое наполнение, расставить правильно акценты при работе с родителями, например, в системе развивающих бесед для родителей и при работе с коллегами в системе развивающих бесед для коллег. На что мы опираемся? Мы смотрим на первопричины. Глобализация. Глобализация приводит к мобильности, к постоянному перемещению межрегиональному, как минимум, международному, как, в конце концов, результат, к которому приходят очень многие мигранты. Соответственно, поликультурность растет, и важно, чтобы эта поликультурность не стала лоскутным, раздерганным одеялом, а чтобы она перетекла в интеркультурность. А что это значит? Это значит, что человек, приезжая на новую территорию, в новое пространство, он не владеет представлениями о коренных культурах, о коренных языках, и на этом новом... А если он еще и не владеет представлениями о собственном коренном языке, да, пространство, откуда он прибыл, пространство, где он рос, где он развивался, то им очень легко становится манипулировать. Он такой Иван, родства не помнящий. Вот куда ветер подует, да, туда он, как флюгер, и повернется. И такие легко манипулируемые граждане, они являются не плюсом государства, они являются таким серым пятном или даже белым пятном, которое легко наполнить в том числе негативной информацией и негативным отношением к собственному государству. И поэтому отсутствие внутри самого человека, внутри самой личности такого стержня родной, коренной культуры, поддерживаемого владением родным коренным языком в письменной и в устной форме, в письменной как закрепляющей, да, отсутствие такого стержня, оно на перспективу опасно и для государства тоже. Многоязычие, вариативность, да, вариант или многоязычие, или полуязычие. Другого варианта сегодня нету, потому что мир из-за глобальности, мобильности и всего, о чем я сказала, он становится действительно многоязычным. У нас уже нету одноязычных учащихся, ну, скажем так, их очень мало, и вот у меня практически их нет, у меня практически все учащиеся мои или билингвы, или полилингвы, то есть или два языка, родной, два родных, да, или родной и неродной, да, но все равно это уже присутствует уже в возрасте начальной школы, дошколки и так далее. И монолингв в этой ситуации проигрывает. Я вам даже объясню, почему проигрывает. Это один из аргументов в отношении родителей. А если ребенку с детского сада начинают в качестве уроков, что вообще для детского сада запрещено, давать 1 час в неделю, 2 часа в неделю английского языка, мы тем самым разрушаем стабильную картину мира, которая могла бы сформироваться у ребенка, мы ее дестабилизируем, мы ее раскачиваем. И
мы не, как бы сказать, не помогаем ребенку, а мешаем ему сформировать свою национальную личность, осознать свою национальную идентичность. Ну и можно сомневаться, можно говорить, что поколение Z, конечно, это только какой-то бред ученых, которым захотелось, психологов и так далее, которым захотелось самопопуляризации, на чем-то заработать и так далее, как многие сейчас говорят. Но я абсолютно уверена, что поколение Z, оно существует, и я с ним работаю. И оно действительно такое, каким его описывает и Фрумкин, и каким его описывают американские коллеги, они здесь абсолютно солидарны. И что вот эта вот фрагментарность мира окружающего, да еще и неспособность поколения Z в силу объективных причин воспринимать картину мира как единое целое, необразное, а клиповое мышление поколения Z, они накладываются друг на друга и мешают формированию целостной личности, которые идентифицируют себя с конкретной культурой, которые идентифицируют себя с конкретной нацией, которые идентифицируют себя через язык и способны самопрезентировать свою самоидентификацию на данном языке или данных языках. Это уже знакомые вам, наверное, плакаты новой нормальности ВУКа мира и ВУКа ответа. Все это как бы на самом деле не то, что новое концептуально, оно уже было. Просто сегодня это ускорилось в десятки и сотни раз. Все, что происходит сегодня, происходит очень быстро, и поэтому внутри человека, внутри личности, во-первых, должен быть очень прочный стержень, и этот стержень формирует сегодня я-компетенция, то есть как я осознаю себя, представителем какой культуры, каких традиций, носителем каких родных языков. И как часть я-компетенции, неотрывная часть этой я-компетенции – это этнокомпетенция, представителем какого этноса или каких этносов я себя ощущаю и способен себя самореализовать. Чем прочнее вот эта коренная структура, да, то есть чем укорененнее в ней человек, тем более успешным и более мобильным и более реактивным он будет. Что такое билингвизм, о котором мы говорим? Однозначного определения до сих пор как бы не существует. Одни считают билингвами любого человека, который вообще способен что-то произнести на нескольких языках, а другие считают билингвами людей, глубоко владеющих языками на основе соответствующих культур. Мы даем вот такое рассмотрение. Билингвизм – это способность человека, как индивидуума или даже населения целой страны, целого региона или диаспоры, попеременно объясняться на двух языках, не смешивая их в рамках соответствующих культур, традиций данных языков как родных. Вот для нас билингвизм вот это. Как я уже сказала, существует естественный, через погружение в общение, возникающий с рождения или, в любом случае, как в Европе считается, возникающий и закрепляющийся в возрасте до 7-8 лет у ребенка, и благоприобретенный, искусственный, когда язык изучается как иностранный. И вот это нужно четко понимать, что в раннем детстве и в возрасте до 7-8 лет можно и нужно с учетом психологии ребенка, его сенситивных периодов, развивать именно естественный билингвизм. То есть не изучать язык, это не свойственно данному возрасту учить. Свойственно играть, свойственно погружать через игру, через общение, через активное взаимодействие, постоянное, регулярное. Учить это о возрасте 8+. И вот здесь мы говорим, естественный билингвизм формируется, важно его сформировать, чтобы язык воспринимался ребенком как один из родных, в семье, в обществе реализованный, в образовательных организациях и так далее, в разных видах деятельности. Если не получится как один из родных, то хотя бы язык как неродной. Он будет ограничен, например, бытовой сферой чаще всего, узкотематизирован, не будет поддерживаться во всех социумах, но не будет восприниматься ребенком как иностранный, как чужой, не будет выброшен им, когда возрастет когнитивная нагрузка и нужно будет делать какой-то выбор. Если язык как иностранный с детства преподается,
то нету вот этой целостности, нету восприятия языка как отражения культуры, как конденсата культурных каких-то контентов. И когда наступает перегрузка сознания, да, этот язык будет отброшен как что-то ненужное, то есть билингвизма не возникнет. Как правило, родители задают вопрос: зачем нашему ребенку коренной татарский, удмуртский, башкирский, коми и так далее язык? Он малый, нераспространенный, где и с кем ребенок на нем будет потом говорить. Еще раз говорю, мы сейчас в первую очередь говорим о дошкольном и начальном образовании. Вот в этот период очень важны коренные языки, в этот период формируется картина мира и национальный характер, в этот период складываются кирпичики структуры сознания. Как отвечают эксперты? Язык – основа формирования сознания, представление о мире и своем месте в нем. До того, как ребенок начинает вообще говорить, уже закладывается фундамент его личности в будущем, его привязанность к матери, отцу, месту рождения. Решение, будет ребенок оторван от корней или иметь прочную почву под ногами, принимают родители и общество. И часть этого решения – это выбор языков общения, игры, взаимодействия с ребенком с раннего детства. Какую культуру, какие традиции отражает язык? Язык всего лишь зеркало мира. Язык – это ни в коем случае не самоцель, потому что еще ошибка вот тех родителей и тех педагогов, которые, педагоги, понятно, они на этом зарабатывают. Ошибка тех родителей, которые стремятся ребенку с раннего детства, сами не владея английским языком, не будучи знакомым с культурой Великобритании, они обучают, нанимают педагога или дают детский сад, где 2 часа в неделю, час в неделю ребенка будут учить слова, песенка там какая-то на английском языке и так далее. Причем этот вот час пройдет, и дальше ребенок идет общаться на других языках. Английский вылетает из его системы общения, системы взаимодействия. Он не отражает никакого мира. Он просто слова, просто набор слов, просто песенки, просто картинки, часто вообще не имеющие ничего общего с Великобританией, потому что не связанные с ее культурой, созданные носителями русского языка как родного и русской национальной картины мира. И вот этот язык как зеркало мира тогда не работает. А для ребенка это самое важное. Чтобы зеркало отражало реальное окружение, а не нечто иное, неведомое и непонятное, да еще искажало его. Что еще очень интересно при освоении, погружении ребенка в раннем детстве, в дошкольном детстве в языки и через общение на них с носителем данной культуры. Ребенок воспринимает не только то, что человек говорит, но и как это говорится, с какой интонацией, с какой невербаликой, то есть язык тела, жесты, мимика, дистанция. Все это является компонентами погружения ребенка в общение на языке носителем культуры. Если язык транслирует не носитель культуры, который с этой культурой, может, даже и не знаком, и никогда там не жил и не был, то язык об одном, а мимика, жесты, вся невербалика, эмоциональный пласт вообще о другом. Это то же самое, как если бы я сейчас начала говорить с вами на неродном для меня английском языке. Я владею им в совершенстве, но я не являюсь носителем национальной картины мира. И моя невербалика, мои жесты, моя мимика, дистанция и все остальное, они будут немецкими. И вот это мы даем ребенку. То есть фактически ребенок воспринимает не культуру носителя языка через язык, а некие маски, и эти маски сменяются. Отличие естественных билингвов, формирующихся путем погружения в окружающие их языки и культуры во всех сферах деятельности, вот они наверху, и родители и педагоги как бы оберегают их, делают эти языки и культуры, их таким кругом, спасательным кругом в этом мире непонятностей, быстрых изменений. От изучающих языки как иностранные, не представленные в их постоянном окружении, где нет возможности постоянно себя реализовывать на этом языке и в рамках данной культуры. Почему еще это очень важно? Потому что сегодня мы постоянно говорим, что мы формируем у ребенка коммуникативную компетенцию. Это есть во ВГОС дошкольного образования, это есть во ВГОС среднего общего образования.
Но что такое коммуникативная компетенция? Еще раз, это я-компетенция плюс этнокомпетенция, как столпы. И это не мое мнение. Вот эта схема – это просто перевод с французского языка схемы ЮНЕСКО, которая была принята в 2011 году и актуальна по настоящее время. Самокомпетенция, индивидуальное «я», как часть мы в этнопространстве. И из этого потом только прорастает социальная межличностная компетенция и межкультурная. Я владею своими коренным языком и языком страны пребывания. Я себя презентирую через них в рамках данных культур. Кому презентирую, с кем договариваюсь, это уже следующий шаг. И дальше я смогу накапливать опыт, у меня уже есть опыт освоения, погружения в 2 языка и 2 культуры. Я с ним справился. И 3-й язык, и 4-й в рамках их культур дальше для меня не будут ничем сложным. Потому что грамотно воспитанный, грамотно развиваемый естественный билингв – это в будущем полилингв. И я сегодня на своих учениках, которые у меня были 20 лет назад, которые были 15-10 лет назад, я вижу, что это реализуется. Они прекрасно владеют 2, а некоторые 3 языками в рамках соответствующих культур, как родными или как родным и неродным, и они выучили свободно, причем не только язык, грамматические структуры, но и все, что связано с культурным, этнокультурным окормлением этих языков. И они действительно являются медиаторами между культурами и владеют сегодня 5, 6, 7 и даже 9 языками свободно, действительно без словаря, говоря на них. Вопрос родителей. Что даст нашему ребенку коренной язык, ненецкий, якутский, калмыцкий, коми и так далее из детского сада? Что даст? Во-первых, неверно говорить только о языке. Язык – это инструмент самовыражения. Он формируется под влиянием культурных традиций и окормляет их. Ученые давно доказали, что в нашем сознании сначала формируется доязыковой образ, а затем он облекается в слова. И этот доязыковой возраст этнокультурен. Задумайтесь просто о том, почему сегодня и последние 10 лет транслируется на другие страны мира не кембриджский английский, против него, не дай бог, я ничего не имею, я только за, потому что он культурно обоснован, он основателен. А почему транслируется из Америки на все страны глобиш 1500 слов, достаточных для общения? Что же это за общение? Это безэмоциональное общение с невозможностью передать все оттенки интенций говорящим, ограниченное общение, рамочное общение. Зачем это нужно? Подумайте об этом. Вариативность образов, связанных с окружающей реальностью, вот основа стабильного, успешного развития ребенка с раннего до дошкольного детства. Вариативность. Сегодня говорят постоянно о soft skills, о мягких компетенциях. О чем они? Да они все об антихрупкость, и успешное сетевое сотрудничество, и инфокомпетенция. Все это о вариативных решениях. А какая может быть вариативность, если у ребенка в запасе 1500 слов глобиша? Никакой. А вот если у него слова и образы, связанные с ними, понятия, связанные с ними, из 2 родных или из одного родного, одного неродного языка, и он может ими свободно пользоваться, выбирая то, что сейчас для него актуально, и то, что отвечает на актуальную ситуацию, вот тогда это вариативность. Естественные билингвы, в отличие от большинства детей поколения Z, характеризуются мышлением через образы. У поколения Z, согласно исследованиям германских, российских, я уже называла Фрумкина, и также американских ученых, мало сформировано именно образное мышление. У него клиповое, пиксельное мышление. Это неплохо, но образное мышление необходимо при перспективном анализе ситуации, при мышлении на перспективу. И билингвизм это дает. Способность к перспективному анализу происходящего.
Почему образное мышление тут показано? Потому что означаемый объект, да, вот этот вот, или образ этого объекта, показывают несколько означающих понятий, акустические образы с его культурными контекстами. Да, вот так вот мыслит билингв, переключается через образ, поэтому образное мышление. Естественные билингвы, вырастая, показывают большую креативность. А что такое креативность? Это выбор из множества вариантов, способность быстро осуществить этот выбор. Для этого должен быть доступ к этому множеству вариантов. По-другому это не работает. А откуда у монолингва, да еще с вызубренным глобишем, этот доступ? У него его нет. Большую креативность принятия и реализации решений, потому что они пользуются источниками нескольких этнолингвокультур. Дальше мнение родителей. Ребенку не важно, на каком языке говорит его бабушка или написаны вывески на некоторых организациях. Ему важно, чтобы его понимали. Никто с этим не спорит, что ему важно, чтобы его понимали. Но бабушка и вывески тоже важны. А для этого достаточно русского языка в России. Это мнение родителей. Насколько ему достаточно этого русского языка? Вот такая инфографика, это тоже перевод. Что такое билингв? Это два и более, биполилингв, да, два и более языков. Дальше, две и более этнолингва и социокультур, обслуживаемые этими языками. Два и более сообществ, в которые ребенок входит и там может взаимодействовать. И переключение между ними в зависимости от потребностей. Это тот шанс, который есть у билингва, у которого нет монолингва с изученным глобишем. Кто такой билингв? Значит, каждый человек рано или поздно задает себе вопрос, кто я? Кто я в этом этнокультурном мире, кто я в этом социуме, да? И билингв отвечает на этот вопрос, как я человек мира. Я носитель одного интернационального характера. Я интеркультурная личность. И в нем возможно единство противоположностей. Если у кого-то будет желание, я могу привести бесконечное количество примеров из опыта взаимодействия с и полилингвами из разных стран мира, когда мать является, например, русской, да, и носителем русской национальной картины мира, и православной, а отец является представителем мусульманства. Все, этого масса, и таких примеров масса, они у нас с коллегами собраны. Как это решают дети? И, наконец, если читать по горизонтали. Если читать по вертикали, какие выводы? Два и более языка, интернациональный характер у этого ребенка, у этого человека, билингва, естественно, более структурированное сознание. Он быстрее справляется с потоками информации, потому что у него есть опыт автоструктурирования. То есть не извне, а внутри себя. У него есть этот опыт, он накоплен, он развивался вместе с ребенком, и, соответственно, он им умеет пользоваться. У него более образное восприятие мира, я только что об этом говорила. Он более открыт новому. И вот эта открытость новому, еще раз повторю, правильно, сбалансированно развитый на коренных языках, на языках, свойственных для данной территории, для данного этноса, где вырастает ребенок, такой билингв, он потенциальный полилингв. Он также легко потом возьмет любые иностранные языки, но не просто как язык, а как инструмент для взаимодействия с культурой. Естественные билингвы стремятся и способны к самоанализу, саморефлексии. Для них это основа самообразования, но это также основа самообразования и развития личности 21 века. Дальше говорят родители. Английский язык сегодня учат все, это язык всего мира, а языки народов Дагестана или Поволжья знают только старики, жители деревень. Мой ребенок должен быть современен. Еще раз повторю, что сегодня, к сожалению, транслируется из Америки не кембриджский английский, да, а как раз глобиш со всеми его ограничениями. Что такое естественный билингвизм? Это ребенок, который осознает, что он умеет говорить на двух языках. Это ментальная личность в квадрате. Это когда две национальных картины мира как бы в одной, даже не точке, а в одной зоне накладываются друг на друга, пересекаются, и вот в этой зоне как раз действует билингв. Оба языка являются неосознанной насущной потребностью, и
входят как бы с молоком матери, там, мать говорит на одном языке, отец на другом, и действует мать в рамках своей культуры, отец в рамках своей, или мать и отец на одном языке, бабушка, дедушка на другом, и в рамках соответствующих культур, или семья на одном, общество вокруг на другом. То есть постоянно это окружение развивается, растет, взаимодействуя вместе с ребенком. И мы имеем вот такого двуликого Януса. Это неплохо. Это бог входов и выходов, начала и конца, бог, объединяющий в себе противоположные начала. Ребенок, вырастая вот в такой системе, в такой среде, он сможет потом взаимодействовать с каждым говорящим с ним в рамках культуры, в рамках традиции, в рамках норм этого человека. Он будет очень комфортным собеседником. Билингвы как медиаторы. Это уже реальность для всего мира сегодня, и очень хочется, чтобы это стало реальностью для России. Более того, на пересечении вот этих двух форм возникает нечто третье с бесконечной вариативностью решений, что очень также полезно для ребенка и для общества. Мнение родителей. В обиходе мы не используем коренной язык, поэтому он не нужен нашим детям. Мы не умеем, значит, детям тоже не нужно. Естественные билингвы более стрессоустойчивы, потому что умеют четко структурировать свои ресурсы и пространство, потому что они сами с детства на своем опыте, вот том самом проектном, самодеятельном опыте, привыкли регулировать потоки информации на двух языках и управлять ими. Дети, когда вырастут, не будут жить в нашем регионе, поэтому коренной язык не нужен, считают родители. Причем мнение родителей мы брали не с потолка. Это опросы, которые проводили коллеги в регионах, это беседы, которые коллеги проводят в регионах с родителями. То есть это самые частотные высказывания родителей. Почему не коренной, почему там английский глобиш. Естественный билингв – это будущий полилингв. Об этом я уже сегодня говорила многократно. Он открыт иным языкам, но не только как языкам, язык ради языка. Вот я вызубрю грамматику и смогу говорить, ничего подобного не сможешь. Сможешь читать, сможешь переводить, да? Но говорить и общаться, вот реализовывать коммуникативную компетенцию и добиваться своих целей не сможешь. И, собственно, мы это наблюдаем очень часто сегодня в изучении иностранных языков вне культур. Естественный билингв понимает, что нет плохих языков и культур, у него нет клише и стереотипов в отношении языков и культур. Он имеет собственный опыт погружения в общение на нескольких языках с переключением языковых и этнокультурных кодов с анализом и синтезом лингвистических норм каждого из языков. Переезжая, человек билингв, да, поменяет окружение, но стержень своей личности, заложенный в детстве, останется. А я уже сказала, стержень личности этнокультурной, да, я-компетенция с этнокомпетенцией, как сумма, что и есть, собственно, наша личность, дает человеку возможность стабилизировать себя в любой ситуации. Поэтому билингвы более стрессоустойчивы. Почему именно языки региона проживания ребенка важны в формировании естественного билингвизма? Почему не получится с иностранными языками? Языки региона проживания отражают и выражают наиболее полно и адекватно особенности природы вокруг. Например, для снега на севере более 20 понятий, на юге 2 понятия. Они отражают и выражают наиболее полно и адекватно специфику уклада жизни, быта, верований, традиций данной народности, возникшего с учетом природных и географических условий. И тут вот пример для нескольких языков дан. Такие карточки игровые я вам завтра покажу, и сейчас я вам тоже, кто захочет, могу их отправить. Они все есть. Как уже в игре показать вот эту реализацию культуры в языке. Конечно, ребенку не скажешь, вот есть гипотеза Гумбольдта, которая выросла потом в гипотезу Сапира-Уорфа, да, это не для ребенка объяснение, но через игру ему это нужно показать и важно показать. Коренные языки для ребенка, в чем их важность, спрашивают родители. У ребенка есть полноценная, многообразная, политематическая и разновозрастная среда для общения на данном языке с его носителями как родного. То есть ребенок
общается с носителями одного языка, одной культуры, берет оттуда все, что ему необходимо, и другого языка, другой культуры тоже берет. А теперь давайте представим, вот наша современность, какие проблемы возникают? Да в основном проблемы, возникающие сегодня, это проблемы, рожденные на стыке нескольких этнолингвокультур. И билингв способен, поскольку он тоже находится на стыке этнолингвокультур, он способен такие проблемы решать. Для монолингва эти проблемы неразрешимы. У ребенка есть возможность наблюдать отраженную в языке коренной нации картину мира вживую, за окном, на улице, и формировать свое эмоциональное отношение к ней. Коренной язык – это зеркало реальности, которую ребенок видит постоянно, вырастая и врастая в нее. Это развитие тела и мозга, создание и духа в гармонии друг с другом и окружающим миром. Английский глобиш с детства в Российской Федерации – это дисгармония окружающей и языковой реальности. Поэтому в передовых странах, в Германии, например, иностранные языки, на которых не говорит окружение, изучают с 80 лет, чтобы ребенок вырос осознанным гражданином своей страны, осознанным представителем своего этноса, а потом уже набирал дополнительный межкультурный опыт. Детям из смешанных браков трудно изучать калмыцкий язык, например, или коми и так далее, считают родители. В сознании ребенка-билингва сосуществуют две национальных картины мира. Большой родины с России с русским статусным языком, и малой родины своего региона и его языка и культуры в их неразрывной связи. И ребенок учится переключаться между ними, переключая не только языки, вот эти языковые вербальные коды, но и невербалику, поведенческие нормы с учетом традиций каждой из культур. Но это, конечно, возможно только при условии, что каждый взрослый постоянно и последовательно говорит с ребенком на своем языке. У мамы один язык, у папы другой, то, что я уже говорила. У воспитателей в детском саду одного один, у другого другой. И они постоянно общаются с ребенком на этом языке. Не час в неделю, не урок, а общение, игра, режимные моменты. Все вот на этом языке последовательно. Будучи осознанным гражданином своей малой и большой родины, ребенок становится человеком мира, открытым и позитивным. Мне важно, чтобы мой ребенок, когда вырастет, имел прекрасную работу, был успешен, говорят родители. Теперь о том опыте, я говорю, что я уже в Германии работаю 20 лет. И работаю в том числе с фирмами, работаю с бизнесом. Сегодня бизнес выбирает билингвов и полилингвов не из-за их языка, потому что в любом международном бизнесе язык общения, вот тот самый отсутствующий, если на глобише говорить, отсутствующий английский, кембриджский английский, свободный английский, английский с культурными контентами, которые дети начинают получать, например, в Германии со средней школы. То есть с 5 класса и до конца, и потом развивать дальше в вузе и так далее, сдавая кембриджские экзамены. И зачем же тогда, если все равно в международной фирме говорить по-английски, зачем тогда международным фирмам билингвы? А им нужны не вербальные характеристики билингвов. Им нужна многовариативность в решении задач. А мы с вами видим, да, если две культуры, и ребенок подпитывается информацией из обеих культур разными решениями, то он потом это сможет прекрасно компилировать и выдавать эти разные креативные решения на практике. Оригинальность в решении задач, высокая скорость переработки информации, а у билингвов она реально высокая, если их сбалансированно развивать с детства. Способность к работе в команде, тоже об этом говорили. Способность к осознанному лидерству, высокая стрессоустойчивость, да, если стержень «я» внутри меня есть, меня раскачать не так просто, как человека, у которого этот стержень отсутствует. Структурированность внешняя и содержательная. Любознательность и открытость новому. Бизнес делает выбор в пользу многоязычных сотрудников не из-за языков, потому что языки можно выучить и нанять переводчика, а именно из-за экстралингвистических неязыковых качеств естественного билингва.
И получается, что естественный билингвизм – это путь к настоящему будущему, которое уже началось и которое во всем мире развивается последние как минимум 20-25 лет. В Германии уже в течение более чем 20 лет поддерживаются региональные, это даже нельзя назвать языками, региональные варианты немецкого языка, потому что это варианты, отражающие специфику региона. И живя на севере Германии, наши дети изучают Plattdeutsch, то есть такой, как сказать, если переводить дословно, плоский немецкий, который исконно здесь существовал. Или в Баварии баварский вариант немецкого языка и так далее. Потому что это региональная специфика, лицо региона, характер региона, и его важно сохранить. Многоязычные страны держатся вот на этом многоязычии. Швейцария, а смотрите, какие страны я сейчас назову. Швейцария, Финляндия, финский, шведский, Эстония, Сингапур. Ничего вам не напоминает? Это самые успешные страны мира и в системе образования, и в бизнесе. И вот уже это является доказательством, но дается не английский язык в детском саду, а если и дается английский в детском, то это не глобиш, а это приглашение носителя английского языка из страны, говорящей на этом языке, Великобритании, Австралии и так далее, как одного из воспитателей, который постоянно на этом своем родном языке в рамках своей родной культуры будет играть и взаимодействовать с ребенком. Ну и, наконец, вот такая таблица, такая схема. Плюсы билингвизма. Здесь она плохо читаема, я могу ее увеличить, но вы ее от организаторов можете получить в рассылке. Это тоже перевод, как бы фокусировка результатов различных исследований и пересказ их на понятном родителям языке. И вот такие таблицы у нас на немецком языке, например, в Германии висят и в детских садах, и в школах, для того, чтобы там, где родители, в родительских уголках, там, где для родителей это доступно. И с родителями проводятся, как я уже сказала, развивающие беседы, объясняющие, почему естественный билингвизм с коренными языками. Я живу здесь на границе с Польшей, то есть от нас до Польши час, ну, в принципе, до моря 20 минут. Через море у нас граница с Данией, до нее 3 часа на пароме, со Швецией 2,5 часа на пароме. И у нас дети, поэтому со шведским, польским, датским и до Чехии у нас 3 часа на машине и чешским языком. Раньше я жила в Баден-Вюртемберге, как бы большую часть своей жизни в Баден-Вюртемберге, и там работала с франкоязычными тоже билингвами. То есть регионы пограничные, в том числе в каждой из стран, они вот эту пограничность обыгрывают через возможность дать детям еще один неродной региональный язык. Вопросы? Можно не только по билингвизму, можно по проектному обучению, по развивающим беседам, то есть то, что вам интересно. Спасибо.
Да, спасибо. Вопросы действительно очень рады. Буду услышать именно вопросы. Я открыта сотрудничеству, очень рада, когда кто-то выходит на контакт и говорит, давайте работать вместе. Единственное, что все-таки, наверное, не обучение родным языкам, а погружение в родные языки, родные культуры. Потому что детей учить, ну и тут я соглашусь с коллегами тоже из России, из других стран, до возраста 7 лет детям нужно дать возможность игры. И самоценность детства, она во ВГОС Российской Федерации дошкольного образования сейчас тоже обозначена. Поэтому этот новый ВГОС я очень люблю, российский. Спасибо. Здесь вопрос появился, я вижу, да. Я вижу, за чатом я все время слежу. Значит, Голева, к сожалению, только фамилия, как-то я не привыкла обращаться к людям по фамилии, особые творческие и интеллектуальные способности характерны для всех билингвов, да. Есть ли какие-то особенности, статистические или иные данные об этом? Не совсем поняла вопрос. С одной стороны, как бы характерны, какие особенности, особенности для кого? Для каких-то билингвов какого-то возраста или для билингвов, объединяющих какие-то культуры? То есть особенности есть с учетом возрастных характеристик, особенности есть с учетом, например, ОВЗ. Есть, хотя очень еще мало исследований, но уже появляются исследования, например, билингв и аутизм, да, то есть ментальные какие-то отклонения. Или билингвы в пожилом возрасте и особенности у людей с ментальными отклонениями, возникающими в силу возрастных каких-то причин. Например, забывание слов, забывание понятий, как бы сказать, раскрепление слова и понятия за ним скрывающегося. У билингвов это происходит меньше, медленнее, если пожилой человек был всю жизнь билингвом естественным. Или билингвы из разных этнокультур. Если противоположные, как я привела пример, да, мусульманство и христианство, объединенные в одной личности, вот эта способность к медиаторству, тоже есть исследования. Какие этнокультуры, близкие этнокультуры или отдаленные этнокультуры, да? То есть с чем именно связан по возрастным, Татьяна Геннадьевна уточнила, по возрастным характеристикам для детей. Таких исследований больше всего, потому что тестирование и диагностика детей мигрантов с билингвальным компонентом, она проводилась, начиная со времен Торренса и Гилфреда. Я думаю, что вам это тоже говорит что-то. Тесты креативного сознания, тесты креативного мышления, они в первую очередь проводились, как бы, конечно, не для мигрантов, но когда там начали участвовать мигранты, Торренс сделал вывод о том, что у мигрантов с осознанным отношением к коренным языкам и культурам, то есть сохранившим вот эту вот свою коренной язык, свою коренную культуру, тесты креативного мышления на несколько уровней выше, вот этот вот уровень креативного мышления, чем у носителей одного языка и одной культуры, проживающих постоянно на одной и той же территории. Есть исследования с точки зрения, когда нужно начинать вот это формирование. В Японии ученые считают, что до 3 лет, в Европе, как я уже озвучила, до 7 лет. После этого сензитивный период заканчивается, как бы закрываются те окошечки. Есть исследования, связанные с различием подхода как бы творческого и креативных решений. То есть творчество и креативность как два разные совершенно явления, разнонаправленные. У билингвов развито что больше? Развито
больше креативность, у монолингвов развиты больше творческие способности, но у билингвов творческие способности можно достаточно быстро развить, тогда как креативность у монолингвов требует системного и достаточно длительного обучения. То есть вот такие вот как бы исследования, их очень много. Вы можете зайти на наш портал, сейчас я запишу его в чате, bilingual online.net. И вот на этом портале есть такой раздел, во-первых, 100 лет билингвизму, и там есть то, что в прошлом веке уже об естественных билингвах исследования проводились на русском языке, не только на русском языке, и то, что в этом веке уже проводится в течение 100 лет исследования естественных билингвов разновозрастных групп. Плюс у нас там есть специальный блок для дошкольников, где именно исследования с точки зрения дошколки. Ну и если какие-то вопросы ко мне, то вот info bilingual online.net – это наш системный рабочий мейл. Вот, и можете на него писать, задавать, я с удовольствием отвечу. Если еще какие-то вопросы, спасибо. Да. Да, все правильно, это государственная политика. Немецкий язык, потому что раньше у нас была другой, я не случайно произнесла дату 2011 год, потому что в 2011 году пришло понимание, слава богу, наконец и в Германии, и в других странах Европейского Союза, что ассимиляция, попытка вот немецкий никакого другого для мигрантов не работает, мигранты образуют свои диаспоры, и если не начать вот эту реально интеграционную работу через сохранение и поддержку их коренных языков и культур плюс государственный язык, то у нас будет пятая колонна в конце концов. И вот поэтому государство сначала как бы осознало это для мигрантов, потом это осознание перешло на многоязычие с учетом анализа ситуации в странах, которые изначально многоязычные. Я назвала Швейцария, Люксембург, Бельгия, да, Финляндия и так далее, и успешность этих стран по сравнению с другими немногоязычными странами Евросоюза, где это не поддерживалось изначально. Словения, та же самая, одна из самых богатых стран бывшей Югославии и стабильных. И вот этот опыт был осмыслен, и в 2011 году был взят курс на многоязычие с учетом 2 языка как родных или как родной и не родной, плюс как минимум 2 языка еще как иностранные. То есть 4 языка у каждой личности, и они действительно сейчас у всех. Вот в Германии, кто проходит систему среднего образования, да, они у всех есть. То есть каждый ребенок, которому, ну, как ребенок, подросток, уже сейчас взрослый, кому, понимаем, 2012-2011 год, прошло уже 9 лет, и сейчас они говорят на минимум 4 языках. Уже 47. Да, да, поскольку, конечно, безусловно, потому что одним из основателей этого международного, как бы сооснователями этого международного совета был прежний состав коллеги под руководством Стеллы Наумны Цейтлин и 2 коллеги из лаборатории вот этой детской речи, которая была раньше при университете Герцена, сейчас как бы, ну,
по независящим от коллег причинам это все было развалено, и коллеги ушли кто в Петербург, кто еще в Петербургский государственный университет, кто еще куда-то. И вот две коллеги оттуда как раз являются экспертами Международного методсовета, одними из первых, а потом уже добавились и коллеги и из Удмуртии, и из Калмыкии, да, которые из Татарстана, которые активно сейчас там работают. Безусловно, Россия, богатство России – это ее коренные языки, это ее многоязычие. Спасибо вам большое, до свидания.